День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Надежда Саханская. Коротко о темах выпуска. Прогнозы гидрологов неутешительные. При вскрытии реки Лена могут образоваться заторы льда. Весенний паводок может нанести ущерб объектам. Тут, оказывается, малолетние дети находятся только в одном доме. Поэтому они сказали, что у них в верхнем поселке есть родственники, есть собственное жилье, поэтому они заранее их тоже эвакуируют, чтобы на период притока воды здесь уже детей не будет. Ездить по межмуниципальному маршруту за символическую плату. В Якутии запустили автобусный маршрут Чурапча-Нижний Бестях. Автобус очень комфортабельный, сиденья передвигаются с кондиционером. Например, если проезд до Нижнего Бестяха 1200 рублей, здесь обходилось 412 рублей. Первый якутянин, участник специальной военной операции, получивший высшую награду. Командиру 1-го добровольческого отряда «Ботур» Александру Колесову присвоено звание Героя России. Герой России – это очень ответственное и почетное звание. Между тем, это не только моя награда, это награда моих боевых товарищей, тех, кто положил свои головы, защищая нашу страну. Заслуги работников и коллективов. В Якутии 50 лучшим труженикам вручили премию «Человек труда». Глава региона отметил, что премия станет ежегодной. Я очень рад, потому что это поддержка нашего общего большого коллектива, нашей больницы. И сколько я работаю в одном учреждении, 30 с лишним лет, и это итог моей работы. Знаковое событие в общественной и политической жизни региона. 27 апреля якутяне отметили День Республики. Для нас это значимая дата. Мы хотели бы передать будущему поколению нашей республики ценность и значимость сегодняшнего дня. 12 межведомственных оперативных групп будут работать во время весеннего половодья в республике, и из них 9 насчитывают более 100 человек. Работа групп в зонах ответственности будет идти поэтапно, с объединением специалистов на территориях и перемещений по мере прохождения волны вскрытия льда на реках. Специалисты будут непрерывно собирать информацию и анализировать данные в зонах возможного затопления. Так, 5 мая специалисты прибудут в Ленский, Алекминский и другие районы заречной группы. 8 мая оперативная группа «Алдан» направится в Алданский район и далее по мере прохождения ледохода в Усть-Майский, Тампонский, Татинский и Усть-Алданский районы. Между тем, стартовал 6-й этап межведомственной акции «Безопасный лед». Государственная инспекция по маломерным судам совместно с ГИБДД и административной комиссией выявляют нарушителей, выезжающих на лед после закрытия автозимников. В ходе рейдов привлекают нарушителей к административной ответственности, проводят индивидуальные беседы с пассажирами с раздачей листовок. Подробности в сюжете Юрия Осипова. Весенний лед обманчив. Казалось бы, прочная поверхность может обернуться смертельной ловушкой. Весной даже место, по которому повезло спокойно проехать сегодня, завтра может уже провалиться прямо под колесами. По сообщению специалистов, сейчас из-за погодных условий поменялась структура льда и происходит процесс его разрушения. Но несмотря на закрытие зимних переправ, на льду все еще можно увидеть рискующих жизнью водителей. На сегодняшний день выезд на лед опасен. Опасен он тем, что толщина льда во многих местах становится нестабильной, то есть где-то он толстый, где-то он тонкий. Уже в некоторых местах появляется вода, под которой может быть образована полынья, куда можно провалиться транспортному средству, ну или же пешеходу, если движение осуществляется человеком по реке. Чтобы предотвратить возможные трагедии, сотрудники ГИМС совместно с ГИБДД и административной комиссией проводят акцию «Безопасный лед». В ходе рейдов по пресечению несанкционированных выездов авто на лед водных объектов республики межведомственные группы привлекают нарушителей к административной ответственности, проводят индивидуальные беседы с пассажирами с раздачей листовок.
с водителями, с пассажирами проводится профилактическая беседа во избежание несчастных случаев. Сейчас на данный момент мы находимся в районе 203-го микрорайона, выход на реку Лена. Ну и также у нас несанкционированные выезды, это у нас все те, которые переправы были открыты, на данный момент они сейчас закрыты. И по ним передвигаться запрещено. Это район Деркалаха, это район Хатасы. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 КоАП РСЯ с наложением административного штрафа. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Также межведомственные профилактические группы посещают общеобразовательные учреждения и туристические базы. В ходе профилактических бесед слушателям рассказывают о правилах безопасного поведения на водных объектах, о средствах спасения, телефонах экстренных служб, а также об опасностях на ледовых переправах весной. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. Отметим, что заключительный 6-й этап акции «Безопасный лед» проходит и на территории Алданского района. На профилактической прогулке вдоль акватории реки Алдан города Томот побывал и наш коллега Роман Сливкин. Город Томот находится на двух берегах живописной реки Алдан, которая в районе Томота связывается двумя мостами. Круглогодично жители Томота могут переходить с одного берега на другой по мосту. Зимой же чаще всего в целях экономии времени используется переход прямо по реке Алдан. Сейчас, в период весны, это крайне небезопасно как для людей, так и для техники. Для безопасности населения, особенно любящих рыбалку и активный или экстремальный отдых, регулярно проводятся контрольные замеры и рейды сотрудниками ГИМС. На момент съемки толщина льда составила 80 сантиметров. И это один из самых толстых участков льда. У нас лед неоднородный. Наша река Алдан имеет такие особенности. Есть у нас ключи по берегам, по правому берегу, также и по левому, где мы с вами сейчас находимся, ключи, потом талики. В этих местах лед очень слабый, на настоящий момент промоенный, вода выступила под снегом. Акция «Безопасный лед». Немножко вам хотим рассказать о правилах. Бывалые рыбаки, конечно, знают безопасные пути передвижения и нахождения на льду. Чего не скажешь про детей и подростков. Достаточно вспомнить прошлогодний резонансный случай с детьми, уплывшими на льдине. Поэтому сотрудники ГИМС в этом году особо бдительны. Это произошло в ночное время, где-то с 2 часов ночи до 4 часов. Поэтому тут прямой вопрос родителям, где они были в это время, когда их дети делали селфи на льдинах. По большей части томотцы осведомлены и соблюдают правила. Но все же следует помнить: предупрежден, значит вооружен. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахеев, Томот, Алданский район. Тем временем на Табагинском мысе завершается очернение льда. Превентивные мероприятия проводят для недопущения образования заторов на реке Лени. Из года в год на участке реки под Табагой наблюдается большое скопление ледовых масс, что угрожает затоплением населенным пунктам ближайших улусов и городу Якутску. Чернение – это засыпка ледовой поверхности смесью из золы, угля и песка, которые под действием солнечных лучей растапливают лед. Процесс контролирует Ленское бассейновое водное управление. Работы ведутся с 10 апреля и завершатся в ближайшие дни. На данном участке проводятся работы по зачернению льда на площади 44 гектаров. А толщина льда на данном участке составляет 1,10 м, 1,20 м. И в данное время работы практически завершаются. И зачерняющим материалом у нас является песок и уголь мелкой фракции. Всего за период работы было задействовано 8 спецтехники. Это 3 бульдозера, погрузчики, и разбрасыватель, и автотранспорт, и 12 человек. По прогнозам гидрометцентра, при вскрытии реки Лены могут образоваться заторы льда на территории Мегино-Кангаласского района. Весенний паводок может нанести ущерб объектам, расположенным на заниженных участках. Подробности у нашего корреспондента. Старый поселок Нижнего Бестяха расположен прямо на берегу реки Лена. Здесь частные дома построены вдоль этой протоки. Село еще называют в народе Запроточное. В этом районе 18 жилых домов, но фактически люди проживают в 5 домах. В основном это жилые площади, используются как дачный участок.
Местный житель Сергей проживает здесь давно. Он буквально на днях закончил строительство нового частного дома. Его не пугают природные катаклизмы. Несмотря ни на что, он не оставит свой участок. Наводнения были, допустим, когда я еще маленький был. Самое большое наводнение было. Мы вот магазин был раньше вот здесь. Вот. К нему подъезжали на лодках. Это было в 67-м где-то так, вот я где-то в 1 класс пошел, наверное. А потом при мне уже, когда я здесь, вот, грубо говоря, с 10-го года, вода подходила вот сюда. А вокруг, как на острове здесь жил. Большой будет, что ли? Конечно, в этом году большой будет, по всем прогнозам. В связи с паводкоопасным периодом администрация городского поселения Нижний Бестях совместно с отделом внутренних дел и пожарной частью организовали разъяснительные работы. Провели обход жилых секторов, подверженных весеннему паводку, проинструктировали жильцов, как действовать при паводке. Вот смотрите, а если надолго вода придет, вы что, дома будете так и сидеть или как? Ну, конечно, куда я пойду? Вот теперь... Подождите. Узнали, сколько малолетних детей находится в жилом секторе. Ну, тут, оказывается, малолетние дети находятся только в одном доме. Поэтому они сказали, что у них в верхнем поселке есть родственники, есть собственное жилье. Поэтому они заранее их тоже эвакуируют, чтобы на период притока воды здесь уже детей не будет. В случае затопления дворовых территорий во время стихийного бедствия будет работать перевозчик с лодкой, который поможет населению переправляться через протоку. Важное примечание: во время подъема воды ни в коем случае нельзя использовать вот этот трубопровод как средство перехода на другой берег, так как это опасно для жизни. При заторе льда на реке Лена под угрозой затопления, кроме домовых территорий, подвергаются объекты канализационно-очистного сооружения, зала ожидания и нефтебазы. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Айсен Николаев принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке к пожароопасному сезону. Руководитель региона представил доклад о готовности Якутии к пожароопасному периоду этого года. Проводится масштабная работа по сокращению зон контроля. Регионы ответственно подошли к данному вопросу и увеличили охраняемую площадь. В республике активно охраняемая зона увеличена почти на 22 миллиона гектаров. С учетом этого выстроена вся подготовительная работа. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов посетил Якутск. В рамках рабочего визита министр и глава Якутии Айсен Николаев проверили готовность техники к пожароопасному сезону, а также провели совещание по вопросам недропользования в регионе. Подробнее расскажет моя коллега Светлана Амосова. В местности Юсхатын состоялся строевой смотр сил и средств, которые будут задействованы на тушении природных пожаров и защите населенных пунктов. Приветствуя участников смотра, глава Минприроды Александр Козлов подчеркнул, что благодаря оперативной и слаженной работе в республике в прошлом сезоне площадь, пройденную огнем, удалось сократить в 14 раз. Доброго. В строевом смотре приняли участие 280 сотрудников лесопожарных формирований и подразделений РСЧС, а также техника аэромобильных группировок МЧС, службы спасения, Якутлесресурса, авиационной базы охраны лесов республики. На площадке выставлена вся техника, которая используется при тушении природных пожаров. Все машины имеют высокую проходимость, но в случае, где невозможно пройти тяжеловесной, на помощь приходят такие мобильные транспортные средства в виде квадроциклов. Благодаря им можно пройти любую местность. Группировка свыше 6 тысяч человек сосредоточена на территории республики. По необходимости также будут, если будет сложная лесопожарная обстановка, будут привлекаться силы и средства соседних субъектов, это авиалесоохраны. Помимо этого будет сосредоточена авиация, как МЧС России. Уже есть договоренности, что в июне месяце будет здесь базироваться и 2 самолета Б-200 и вертолет Ми-26 и 2 вертолета Ми-8. По словам
словам первого заместителя председателя республики Дмитрия Садовникова, в регионе прошли 2 федеральные проверки. Уровень готовности Якутии к пожароопасному сезону оценивается как достаточно высокий. Пожароопасный сезон начинается уже с июня в центральной части нашей республики. И это ожидаемо. И при этом вся техника у нас 100% готова. Люди тоже набраны 100%. У нас замечание было по летчикам-наблюдателям. 9 человек. Как раз они вчера получили сертификаты о прохождении обучения. На предстоящий пожароопасный сезон Якутии выделено свыше 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, из регионального – 77 миллионов. Это позволило увеличить штат лесопожарных формирований до более 1200 работников. Численность лесных пожарных Якутлесресурса составит 648 человек, а сотрудников парашютно-десантной службы авиалесоохраны – 555. Также в рамках рабочего визита министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации провел совещание по вопросам недропользования в Якутии. Предложения, направленные на его развитие, внесут на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. По итогам работы в республике, как отметил Александр Козлов, в регионе реализуются перспективные проекты, направленные не только на развитие Дальнего Востока, но и всей страны. Но самое главное, перспективы очень большие, и Якутия свой вклад в развитие не только Дальнего Востока, но и экономику страны есть что дать. И наша задача, как отраслевого министерства, вместе с командой губернатора Александром Сергеевичем, он всегда за это радеет, очень видит это в своей повестке и это дает этому значительный приоритет. Это тоже заслуживает внимания, я должен это подчеркнуть. Соответственно, мы вместе будем двигаться в этом направлении. В ходе совещания в Якутии были рассмотрены вопросы развития минерально-сырьевой базы региона, планов по лицензированию объектов нераспределенного фонда в республике. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, по добыче алмазов, угля, золота, серебра, сурьмы и углеводородов регион занимает ведущее место в стране и на Дальнем Востоке. В прошлом году индекс промышленного производства составил более 110%, а это один из лучших результатов в России. Светлана Амосова, Семен Афанасьев, Якутск. Мы переходим к теме специальной военной операции. Кредитные каникулы распространят на родителей и усыновителей участников СВО. В эту категорию также входят члены участников семей спецоперации, если они взяли кредит до дня мобилизации для членов семей мобилизованных или до начала участия военнослужащего в специальной военной операции, либо до подписания контракта добровольцем. Принятый Госдумой закон позволяет дополнительно защитить семьи родителей и усыновителей участников спецоперации. Оказание психологической и медицинской помощи участникам СВО, членам их семей, остается приоритетным направлением правительства Якутии. По-прежнему остается востребованная помощь психологов. Количество сеансов, оказанных в Якутске, районах и военных госпиталях, на сегодня составило более 6 тысяч. Также продолжается работа в группах помощи родственникам участников спецоперации. Обращений, требующих решений на федеральном и региональном уровнях, поступило около 2000. Из них отработано более 1700 обращений. Медпомощь на территории республики в приоритетном порядке получили 497 участников СВО и более 1000 членов их семей. Очень многие наши военнослужащие возвращаются в отпуска. Безусловно, в экстренной и неотложной помощи медицинские учреждения республики непосредственно никогда не откажут в помощи. Это требует и, соответственно, федеральное законодательство. В случае необходимости получения помощи по соматическим заболеваниям или при обострении собственных заболеваний, военнослужащие, которые обращаются в наши медицинские организации, конечно же, должны иметь и согласие воинской части, так как в соответствии с федеральным законодательством о воинской обязанности их лечение должно осуществляться в пределах военных госпиталей. В связи с отсутствием военных госпиталей, соответственно, по разъяснению в Рио командующего войсками Восточного военного округа Артищева, такая медицинская помощь оказывается с согласия воинской части. Особое место в зоне проведения специальной военной операции отведено разведчикам. Наш корреспондент побывал в зоне проведения СВО и готов рассказать, с какими проблемами сталкивается разведка. Военная разведка – элитные подразделения специального назначения Вооруженных сил России. В зоне специальной военной операции разведка действует во всех направлениях. Задач у бойцов этих подразделений много. Это и разведка местности, и корректировка огня артиллерии и минометов, зачистка занятых районов и многое другое. На сегодняшний день одной из главных проблем для разведчиков остаются вражеские дроны. Работа с вражескими дронами.
То есть, во-первых, дроны не такие маленькие, допустим, да, как наши там для корректировки. Это очень большие, огромные машины, которые поднимаются высоко, их не видно. Но в любом случае их надо заметить, чтобы как-то, да, себя там либо уже охотиться на них, либо не допустить, чтобы они охотились на тебя. Разведчикам приходится выполнять задачи в самых укрепленных и охраняемых районах, которые контролирует противник. Там небо просто кишит дронами, но и в таких условиях разведка четко выполняет работу. Раз зайдем, отойдем, два зайдем. Но как-то мы нашли окно все-таки и пролезли. Выполнили там задачу, которую, ну, потом все равно нас заметили, соответственно, и мы стали отходить, отступать. И там начала работать артиллерия, миномет противника. И вот где-то был позади меня разрыв, мне прилетел осколок в ногу, но я упал, как сказал, что ребята, я 300, пощупал ногу, что кость целая, сухожилия целые, и мы побежали дальше. Одним из самых напряженных участков в зоне СВО на сегодняшний день остается Угледарское направление. Буквально пару дней назад оттуда, с самой передовой, приехал наш земляк с позывным «Егерь». Боевые действия, так скажем, ведутся уже не в наступательных масштабах, а откусил кусочек, отвоевал и закрепляешься, стараешься закрепляться и потихонечку. Поэтому продвижение идет не так быстро и плавно, как хотелось бы. Да, это война артиллерии, ствольной артиллерии, реактивной и ПВО. Это да, это действительно так. Штурмовых операций как таковых мало. Стараемся задавить огнем, а потом уже входить и на месте ориентироваться. Как бы ни было сложно, какой бы плотности огонь не вел противник, военная разведка продолжает работать, и можно быть уверенным. Если ребята вышли на задачу, задача будет выполнена. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Донецкая Народная Республика. А якутянину Александру Колесову присвоили звание Герой России. Александр Колесов – первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Герой России с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда» командиру якутского добровольческого отряда «Ботур-1», входящего в состав батальона «Барс-2». В ходе исполнения воинского долга командир отряда спас жизни 50 товарищей, выведя их из-под огня противника. Он лично уничтожил боевую технику и нанес существенный урон живой силе противника. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанную честь. Герой России – это очень ответственное и почетное звание. Между тем, это не только моя награда, это награда моих боевых товарищей, тех, кто положил свои головы, защищая нашу страну. Это награда тысячи наших добровольцев, мобилизованных, которые сегодня вместе со своими боевыми братьями на передовой сражаются с мировым нацизмом. Это награда жителей нашей республики и руководства, которые помогают нашим бойцам и их родным и близким здесь. В парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Герои спецоперации». Выставка представляет собой мультимедийную экспозицию графических новелл. Их создали студенты университета «Синергия» совместно с Российским обществом знания. Экспозиция состоит из 21 новеллы, каждая из которых рассказывает о реальных историях героев. Посетители смогут узнать о подвиге Андрея Фроленкова, подразделение которого заняло без боя Чернобыльскую АЭС, историю Владимира Жоги, который спас мирных жителей Волновахи ценой собственной жизни, и многих других. Федеральная сеть исторических парков запустила проект в феврале. Первая экспозиция открылась в Москве, и теперь во всех городах, где расположены филиалы исторического парка, проект «Герои спецоперации» планирует ввести в школьную программу. В данной выставке расположено 7 залов. Они раскиданы тематически на несколько блоков, которые охватывают ту или иную тему и которые раскрывают какой-то аспект. Допустим, здесь вы можете увидеть первую графическую новеллу, которая была посвящена первому герою специальной военной операции Нурмагомеду Гаджимагомедову. Он был в гвардии старшим лейтенантом, и во время боя он оказался в затруднительном положении, окружен врагами, и в итоге он принял решение себя подорвать гранатой. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Для облегчения путешествий между улусами республики в Якутии запустили автобусный маршрут Чурапча-Нижний Бестях. Всего курсирует уже 3 новых маршрута в Намском, Хангаласском и Горном улусах. В промежутке между двумя населенными пунктами автобус будет делать остановки в селах Тумул, Тюнгюлю, Нуарагана и Маралаи. Подробности в сюжете Галины Чекуровой. В преддверии Дня Республики у жителей Мегино-Кангаласского и Чурапчинского улусов появилась возможность ездить по межмуниципальному маршруту за символическую плату. По словам первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова, в будущем планируется продолжать улучшать дороги республики и сделать все для комфорта жителей Якутии. Благодаря поддержке главы республики, правительства, благодаря федеральной программе безопасности и качественной дороги, в том году мы проложили асфальтовые дороги до села Чурапча, до районного центра Чурапчинского района. И с сегодняшнего дня будет ездить от станции Нижняя Бестяха до села Чурапча автобусный маршрут. Ежедневно будет осуществляться по 3 рейса. Первый рейс в 7 часов утра с Чурапчи до Нижнего Бестяха, в 6 часов вечера с Нижнего Бестяха до Чурапчи и обратно в Нижний Бестях в 9 часов вечера. А с окончанием дорожной распутицы общественный транспорт будет осуществлять рейс из Якутска. Что касается, сегодня маршрут только пока выполняется от Чурапчи до Нижнего Бестяха. Что касается города Якутска, то мы сейчас рассматриваем эту возможность либо во время действия паромов, либо при работе ледовой переправы, безусловно, можно будет и добраться и до города Якутска. Время в пути с Нижнего Бестяха до Чурапчи составляет около 2 часов. Автобус оснащен всем самым необходимым для комфортной поездки не только для обычных жителей, но и пожилых и маломобильных групп населения. На такси, например, ехать старшему поколению это некомфортно, да, например, на седане машины маленькой, да, а на автобусе он удобно, пространственно, сидеть, воздуха побольше, кислорода побольше и намного удобнее будет для передвижения наших старших поколений, и в том числе маломобильных граждан. Одним из первых пассажиров нового маршрута Чурапча-Нижний Бестях стала Туяра Северянова. Она отметила, что благодаря низким ценам у жителей 2 улусов появилась возможность беспроблемно передвигаться между селами. Автобус очень комфортабельный, сиденья передвигаются с кондиционером. Например, если проезд до Нижнего Бестяха 1200 рублей, здесь обходилось 412 рублей. Очень экономно. Стоимость проезда с Нижнего Бестяха до села Тумул будет составлять 145 рублей, до Тюнгюлю 148, до Норагана 202, до села Маралаи стоимость составит 334 рубля, а до конечной точки Чурапчи 412 рублей. Отметим, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики уже летом планирует увеличить количество автобусов, курирующих по межмуниципальным маршрутам. Галина Чекурова, Виктор Дьячковский, Нижний Бестях. Между тем, реконструкцию взлетно-посадочных полос 4 аэропортов завершат в Якутии в этом году. Речь идет о воздушных гаванях Уснера, Алекминска, Черского и столицы республики. Также завершат строительство служебно-пассажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Вилюйск. Об этом во время прямой линии сообщил Айсен Николаев. Реконструкцию воздушной гавани Якутска было решено продолжить именно в этом году для обеспечения безопасности полетов. Самым сложным глава назвал период с 15 мая по 15 июня, когда длина полосы будет составлять 1650 метров. В Якутске продолжается откачка талых вод. Привлечено 257 единиц техники. Также ведутся работы по пропарке лотков и по запуску насосных станций. На сегодняшний день управы работают в круглосуточном режиме. Всего за сезон с 28 марта откачано более 95 тысяч кубометров воды. Жители Якутска и пригородов могут подать заявки на откачку воды специалистам ЖКХ, территориальных органов управления. Заявки принимаем напрямую по управам. Жители могут обратиться, да, номера там все знают, или через телеграм-каналы. Также можно заявку подать в ЕДДС, которая тоже нами контролируется, ход исполнения. Всего по городу задействовано более 60 ассенизаторских машин. Это у нас техника жилкомсервиса, их подрядчики управ.
Одной из основных тем недели стало награждение отличившихся работников за их профессиональные заслуги. В столице республики впервые прошло вручение премии «Человек труда». Было выдвинуто более 300 трудовых коллективов, в том числе и частные организации. Финальный отбор лауреатов определила комиссия. Подробности в следующем сюжете. 50 лучших тружеников республики удостоились звания «Человек труда». Одним из победителей стал Алквиат Иванов. Он работает в сфере медицины уже более 30 лет, и благодаря своей упорной работе он был номинирован на премию «Человек труда». Мы подали конкурсную заявку, и все этапы прошли. Потом мне в конце апреля сказали, вы победитель конкурса «Человек года». Я очень рад, потому что это поддержка нашего общего большого коллектива, нашей больницы. И сколько я работаю в одном учреждении, 30 с лишним лет, и это итог моей работы. Также среди получивших награду Галина Власова, посвятившая 52 года своей работе. Она гордится тем, что в ее трудовой книжке всего одна запись – сотрудник Капитоновского дома-интерната. Главное – это работа, наши проживающие, которые окружают нас. Мы работаем ради них, чтобы было им тепло, светло, уютно. Что еще сказать? Для меня эта награда, это вообще, я такого не ожидала. Всем большое спасибо, начиная от главы и кончая наше руководство. Как заявил глава республики Айсен Николаев, он учредил данную награду не для генеральных директоров и главных инженеров, а обычных работников разных направлений. Именно благодаря обычным труженикам различных сфер наша республика активно наращивает темпы развития экономики. Сегодня нам поистине есть чем гордиться. Наша Якутия – лидер по темпам экономического роста в целом в стране. Мы ставим небывалые рекорды уже 4-й год подряд в добывающих отраслях. Вводятся крупнейшие промышленные объекты. По всей республике сейчас сносится аварийное жилье, открываются новые современные школы, детские сады, дворцы культуры, спортивные комплексы. Глава республики отметил, что премия «Человек труда» будет проводиться ежегодно, так как необходимо не проходить мимо тружеников, которые посвятили себя своей работе. Галина Чкурова, Георгий Григорьев, Виктор Дичковский, Якутск. Отмечу, что среди 50 обладателей премии «Человек труда» 6 награжденных – это работники сельского хозяйства. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Петр Попов, упорным трудом, любовью к работе в любой профессии можно добиться выдающихся результатов. Он поблагодарил каждого за упорный труд и подчеркнул, что данная отрасль является ключевой по обеспечению продовольственной безопасности города и республики в целом. Лауреат этого года – основатель универсальной семейной фермы «Менкер», генеральный директор предприятия «Белые ангелы» Саргалана Рожина выразила благодарность за высокую оценку. Премия, что для меня дает? Это дает, во-первых, перед моими детьми, то, что я, ихняя мама, начиная с медицинской сестры, добилась высокого результата своего труда и признания всей республики. И я думаю, что мои дети мной будут гордиться и, соответственно, будут дальше стремиться к большему, потому что мы работаем как семейная компания. В год труда в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии внесены 10 семей, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие родной республики. Это представители отраслей образования, энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и оленеводства. Напомним, в 2012 году в целях повышения престижа рабочих профессий была учреждена Книга почета лучших трудовых династий республики. Всего за этот период в книгу внесены 65 трудовых династий. В 2023 году уже 34 педагога, и общий стаж перевалился за 800 лет. В нашей династии эта профессия педагога остается самой востребованной. Я считаю, что профессия педагога – это самая, скажем, счастливая профессия.
Также национальная вещательная компания «Саха» стала победителем республиканского профсоюзного конкурса «Лучший коллективный договор». На торжественном награждении генеральному директору компании Олегу Маркову и председателю первичной профсоюзной организации Евгении Давыдовой вручили ценный приз и диплом «Лучший коллективный договор». В год труда Федерации профсоюзов республики конкурс был проведен в марте-апреле этого года. Всего приняли участие более 10 организаций и предприятий. Призовые места также заняли медицинский центр Якутска и Рассолодинская средняя школа Мегино-Кангаласского улуса. Сегодня вдвойне приятно получить эту награду именно в год труда в нашей республике. Считаю, что трудовой договор – это наш основной договор в компании. Я сам вышел из этой компании, начинал работать корреспондентом, поэтому понимаю все те моменты, которых надо поддерживать наших сотрудников. Мы постарались поддержать все вопросы, которые ставили наши сотрудники, и в итоге вот мы получили сегодня награду за лучший коллективный договор, чему очень рад. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. 27 апреля якутяне отмечали День Республики. В этот значимый день руководство и общественность региона отдала дань светлой памяти тем, кто стоял у истоков становления государственности. На торжественном митинге у памятника Платону Аюнскому собрались глава региона, члены правительства, народные депутаты Госсобрания, жители Якутска, студенты и молодежь. Государственность – это самое ценное для жизни и развития народа, и благодаря работе ярких людей сегодня Якутия находится в лидерах на Дальнем Востоке. Несмотря на сложную мировую ситуацию, республика достигла высоких экономических и промышленных показателей. Все это связано с улучшением качества жизни якутян, отметил Айсен Николаев. В 1922 году основателями якутской автономии стали выпускники Якутской учительской семинарии Платон Аюнский, Максим Аммосов, Исидор Барахов, Степан Рожаков, Степан Гоголев и многие другие. Поэтому для нас это значимая дата. Мы хотели бы передать будущему поколению нашей республики ценность и значимость сегодняшнего дня. Уже 6-й год в селе 2-й Хомустах Намского района День Республики отмечают шествием в национальных одеждах. Люди вышли с транспарантами, плакатами. Парад организовали на центральной улице участка Сергелях. В шествии приняли участие жители села, работники учреждений, школьники и пожилые люди. Мероприятие прошло под звучание якутских песен. На торжественном выступлении выразили благодарность политическим деятелям. Праздничный концерт показали ансамбли и сольные исполнители. Кульминацией гуляния стал круговой массовый танец осохой. Настроение у нас сегодня у всех жителей, у детей приподнятое, так как все-таки мы отмечаем вот этот, день. И мы, жители села 2-й Хомустах, хотели бы призвать население Республики Саха-Якутия принять ежегодное активное участие, в шествии ко Дню Республики, которое, как нам кажется, является одним из знаменательных дней в течение календаря года. День, когда 101 год назад была образована якутская автономия, а спустя 70 лет вступила в силу Конституция республики. Праздник отметили и в сердце страны, в Москве. В Центральном доме Российской армии прошел большой праздничный концерт. Подробности этого дня смотрите у Айсены Бурнашовой. Волшебные звуки хомуса, дуэт балалайки и аккордеона, северные танцы, палитра культур на сцене и в жизни. 27 апреля праздник единения народов Якутии, единства республики с Россией. Важный день для каждого. Чтобы попасть на этот концерт, Маргарита даже с работы отпросилась. Вы с работы сюда отпросились, да? Да, мы с работы специально приехали. Нас специально отпустили, конечно. А Николай подошел за несколько часов до концерта. Ждал встречи с земляками. Диаспора наша, она так объединена сердечно, душевно, именно Якутией.
Сегодня в зрительном зале была и мать участника спецоперации Татьяна Лукина. Вместе с мужем они приехали в подмосковную Бесчагду по программе реабилитации для членов семей военнослужащих. Удалось ли поздравить сына сегодня? Нет, потому что они сейчас, видно, на передовой. Мы сами из города Якутска. У нас сын ушел туда с города Якутска, это городского военкомата. И сколько он уже в СВО? Он с ноября месяца там. Якутия в числе первых направила на территорию Донбасса сотни и сотни своих лучших специалистов для того, чтобы спасать, помогать, лечить. И сотни ваших героических сынов сегодня героически сражаются в Донбассе. Создание якутской автономии в 1922-м, принятие Конституции в 1992-м. Эти два исторических события с разницей в 70 лет объединены одной идеей – развитием государственности Якутии. В нашем столетии рождается новое поколение героев, от которых во многом зависит, в какой стране нам предстоит жить. Перед всеми нами стоит задача сегодня отстоять завоевание наших героических предков и победить в этой битве ради будущих поколений. Единение, любовь к родине, ее защита в разные периоды истории всегда позволяли преодолевать трудности. Вековая история государственности Якутии – это труд всех поколений многонационального народа. И наш долг – сберечь и приумножить их наследие. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. В Доме правительства торжественно вручили государственные награды России и Республики. Награды получили 43 человека, среди них врачи, архитекторы, работники культуры и промышленности. Также 4 участников спецоперации наградили медалями за отвагу. На торжественной встрече чествовали обладателей премии имени Аюнского и Амосова. На звание почетного гражданина Якутии удостоен главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Гаврил Курилов. Тем временем главный зоотехник-технолог якутской птицефабрики награждена орденом «Полярная звезда». Награда означает, что надо не останавливаться и новые, новые вершины брать. Потому что сейчас этому есть все условия. Республика помогает нам финансово, поэтому у нас планы есть уже, до 30-го года формируются. Безусловно, праздники, подобные Дню Республики, воспитывают в подрастающем поколении патриотизм и чувство гражданственности. Так, в Томмоте завершилась ежегодная республиканская олимпиада «Символы Якутии. Я патриот». В ней приняли участие более 200 школьников города. Подробности мероприятия у нашего корреспондента. Второклассники перед Олимпиадой немного волнуются, так как участвуют в ней впервые. Больше всего я волнуюсь, я читала, конечно, но как все знать невозможно. Все равно я надеюсь на победу. Чтобы преодолевать свои знания, улучшать, знать еще что-то, проверить свой ум, знания свои. Если для младшеклассников Олимпиада в новинку, дети постарше, по словам организаторов, участвуют в ней ежегодно и очень даже охотно. Все дети практически участвуют каждый год. И некоторые дети даже потом просят: можно еще раз написать, потому что им прям интересно. А когда еще будем писать? 9 тестовых заданий по истории, географии, культуре Якутии и одно задание, требующее развернутого ответа. Для второклассника Богдана самыми сложными в тесте оказались вопросы по топонимике и географии. Мне показался 4-й вопрос и 5-й вопрос самыми сложными. В 4-м вопросе, что означает славянского Туймада, а 5-й, какой самый холодный климат был замечен в Якутии, где он был. На последний 10-й вопрос «Герой нашего времени. Кто он?» дети отвечают по-разному. Для кого-то герой его папа, дедушка. Некоторые называют имена земляков, участников специальной военной операции. На последний 10-й вопрос какой сейчас герой, какой в это время ваш герой, кто он и что он сделал или делает, я написала Путин Владимир Владимирович. Я написала про него то, что он старается защитить Родину, Россию.
Победители Олимпиады по положению конкурса получают возможность участвовать в районном, затем в республиканском турах. Но не это главное, считают организаторы. Важно, чтобы дети получили новые знания, любили землю, на которой живут, и выросли настоящими патриотами своей родины. Туяра Филиппова, Александр Маркин, Таммот, Алданский район. В Национальной библиотеке завершилась международная историческая акция. В этом году вопросы диктанта коснулись Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, а также прорыва блокады Ленинграда. На процесс написания организаторы отвели 45 минут. Акция призвана пробудить интерес к событиям героического прошлого нашей страны. Всего по республике зарегистрировали 700 точек проведения диктанта Победы. Оно посвящено не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны, да, но прежде всего это объединение всех граждан России и пробуждение интереса общественности к изучению истории и повышению исторической грамотности. Абитуриенты, те, которые правильно напишут и получат максимальное количество баллов, они получают дополнительные преференции в виде дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. А те, кто быстрее всех и правильно напишут, они получают билеты на парад Победы на Красной площади. Также в Якутии стартовала ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая призвана сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. В столице региона волонтеры Победы будут раздавать георгиевские ленточки, рассказывая землякам об истории этого символа и правилах его ношения. Раздача символов боевого подвига будет проходить на площади Ленина, Комсомольской, Победы и Орджоникидзе, а также в сквере Матери. Акция пройдет на территории всей республики до 9 мая включительно. Георгиевская лента – это официальное, как сказать, знамя победы, которое люди надевают на 9 мая, например, чтобы почтить память и историю наших предков. Но нынешняя молодежь, к сожалению, не знает, да? Поэтому мы объясняем, краткую историю озвучиваем. Вот со мной стоят молодые волонтеры, тут люди все положительно относятся, с уважением. Ну а первая рабочая неделя мая для россиян будет 4-дневной. Понедельник станет выходным из-за празднования Дня труда. Как сообщали ранее в Минтруде России, месяц начнется с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет только 4 рабочих дня со 2 по 5 мая, затем последует еще 4 дня отдыха с 6 по 9 мая и короткая рабочая неделя в 3 дня. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мои коллеги и дальше продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.